Ассаламу алейкум. Добрый день, приветствую всех. Аят, И- приветствую. Да, я тоже приветствую всех. Салам алейкум. Добрый день. Всех наших гостей. Сегодня у нас 41-й стрим, на котором мы будем разъяснять ситуацию, которая есть, скажем, российско-западная, в основном российско-украинская, внутричеченская, и как в этой ситуации нам быть, где какие происходят изменения. Вот здесь могу сказать, что в последнее время там очень много разных новостей о том, что вот говорят, что значит, Украине мало дают денег, что в России много. Вот уступал Ходорковский и там делал такие заявления. Может быть, вы слышали, кто, но я рассказывал кое-кому. Значит, там речь шла о том, что, оказывается, Россия каждый год тратит на войну с Украиной 120 миллиардов долларов. А Украина всего за год получается половину, 44 миллиарда. То есть, если взять это чуть ли не в 4 раза, 4 к 1. Надо рассказывать, что здесь ситуация складывается таким образом, что Украина, мол, может еще стоять, и главным образом в том, что Россия все будет продвигаться, и перспектива на то, что, мол, Россия может победить Украину, Запад, мол, бездействует в этом смысле, они там кидают какие-то типа крохи, а на самом деле надо это быстро решать вопросы. Ну, отчасти, может быть, он и прав, конечно. Я тоже считаю, что Мгм. он и прав, что для того, чтобы сегодня решить вопрос имперской вот этой гидры, чтобы он не стал, эта гидра не стала так активно, значит, поднимать, как говорится, гриву и давить, и дальше идти, собираясь соединяться, скажем, с Китаем, Северной Кореей, ну, Ираном и другими диктатскими странами. Вот Мгм. получается, что они здесь вот такую вот разыгрывают карту, и в итоге те люди, которые считают, что Украина и все демократические страны Запад должны выиграть, они, мол, значит, находятся под какое-то сомнение стать. Это пропагандистская утка, конечно, в какой-то степени, но в то же время идет, вот я слушал о том, что сильно идет эта критика в адрес Байдена, президента Америки, что якобы они, значит, не дают то, что надо, вот, то они позволяют, скажем, Ирану, значит, продавать свою нефть, газ и другие свои продукции, получать Ирану, значит, деньги, миллиарды получать. А за счет этого они раскручивают свою программу атомную, они пытаются помочь и Хамасу, они пытаются, значит, свои атомные бомбы возродить, им помогать может и Китай. В общем, вот такая ситуация. Диктаторские режимы, ближневосточные или азиатские, ну, и нет разницы, какие там, американские или европейские, они начинают вот в этом вопросе как-то превалировать, что ли, в какой-то степени в том, что вот диктаторская система власти, она более, мол, э, приемлема, она более живучая, нежели эта система демократии, которые не могут развернуться и решить свой вопрос. То есть то, что им нужно. На самом деле здесь есть тот момент, о котором мы говорим. Что лучше, демократия или скажем, диктаторский режим? Разумеется, что демократия это лучше, но в период военных действий, вот как мы у себя в Чеченской Республике тогда вот поднимали этот вопрос, в период военных действий, мы сделали так, что президент является главнокомандующим, ему отдаются в пользование все средства, которые есть на территории Чеченской Республики, финансовые, другие, все средства. И президенту было запрещено только два момента.
в период военной агрессии, я имею в виду, ему Мгм. было запрещено заниматься законотворчеством, он не имел права принимать некие законы или менять систему власти, и он не имел права подписывать акт о капитуляции. Вот кроме этого, значит, президенту в военное время было, значит, даны все полномочия у нас, и поэтому в период вот нашего первого президента, потом второго, в ходе этого этот момент играл, мне кажется, решающую роль. Ну а на Западе у них нету сейчас под носом войны нету, они не ощущают это, они видят, что эта война где-то там далеко, ну получают они там беженцев, там где-то что-то уплачивают, за это все платят, пусть там воюют другие. Такой момент у них присутствует. Когда у них вот подойдет вот эта опасность, конечно, они тоже должны, мне кажется, так, должны были бы сделать так. И поэтому создается впечатление, что вот такая вот, мол, неразбериха и вот такая вот неподвижность решения вопроса. Хотя в то же время эти страны, вот скажем, Соединенные Штаты Америки или другие страны Запада, они принимают решения очень долго, но решительно. И после этого их поддерживает народ. То есть они на основе тех вот линий, тех обсуждений, которые они делают согласно тому, что вот принял там народ. То есть система власти и власти в этих странах избирается народом, в отличие от тех, которые мы говорим, диктаторских режимов, где никакая власть у них там, вот пришли они к власти, и вот они за нее умирают, борются, друг друга убивают, даже вот в Саудовской Аравии принца чуть не убили, родственники, ближайшие родственники друг друга. И почему это? Что у них личная там драка, что ли, как в детском садике? Нет, они борются за власть. Поэтому вот диктаторский режим это есть. В то же время и диктаторский режим может как-то быстро принять решение, потому что один человек принимает, или там несколько, да? Они могут быстро принять решение в этом отношении, да. Ну вот я надеюсь, что как бы то ни было, уверен, что все же, значит, решения, которые принимает Запад, или я имею в виду демократические государства, они смогут решить проблему, они одолеют вот эту систему власти, которая веками, прошлые века давлела на народы, и веками, значит, организовывала, возьмите эти все империи, которые были, начиная там с Римской империи, они все были диктаторские режимы. Теперь по ходу вот всей этой истории пришли к системе, которая называется, скажем, демократическая система. И эта демократическая система основой ее является современное международное право. И, конечно, она требует каких-то там дополнений, изменений. И я думаю, что, конечно, совершенства ее нет, его надо совершенствовать. Так? У нас Мгм. она была демократическая система власти, когда наш Меркель во все времена принимал решения, так и Скрелл принимал решения по тому или иному вопросу, как нам жить, что делать и что. Виновников, которых мы хотели наказать, я как-то вот говорил об этом, наши предки их изгоняли из нашего общества. Вот такое Мгм. было у нас. Сейчас вот такая ситуация и в самой Украине. Все равно они, вот вы видите, бьют, снова, значит, активизировались русские, они там начинают там убивать, в Киеве, там, везде бьют. Сейчас не буду перечислять, вы, наверное, все слышите. И люди гибнут. Что они там делают, это будет видно после их перетурбации. Видно будет, что они будут делать. Ну вот, делать будут. В общем, ну, думаю, что здесь как бы там империя не крутила, не вертела, власть их обречена, и народы, которые находятся в составе этой империи, должны или переформатировать эту империю, Мгм. чтобы система власти была, значит, демократической или близко к ней, но нужно ликвидация этой системы власти. Ну, это один такой момент, о котором я сейчас вот, значит, вам сказал. Но есть еще некоторые вопросы.
Я на этом остановлюсь. Пожалуйста, давайте, если есть вопросы или выступающие, говорите или задавайте Мгм. сам. Баркал Аят. А, Аят, я в вступительном слове своем не обозначил наш сегодняшний стрим. Я Мгм. сейчас заполню этот пробел. Платформа открытого диалога, 41-й стрим. Тема сегодняшнего стрима – обзор политической ситуации на Кавказе и в мире, ответы на вопросы. Май 25-24 Да-да. года. Информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и Аят Идигов, вы все его знаете, а, сопредседатель Президиума. Аят, здесь вопросы поступают, но можно сразу переходить к вопросам, я так полагаю, правильно? Да-да. Ну, Эд задает вопросы, который говорит, что у него много их. Мы все видели вопрос Аяду. Мы все видели интервью Ходора. Он в открытую сказал, что участвовал в геноциде чеченского народа. По всем международным законам он является подозреваемым преступником. Ваше мнение? Я не услышал, кто участвовал. Одер. Ходор участвовал в А, геноциде. Ходорковский вы имеете. Ходорковский, Одер. да. Да. Ну да, здесь вопрос такой, что Ходорковский здесь делает заявление о том, что вот такая ситуация, что, значит, сегодня он делает, так сказать, ну, скажем, реверанс в сторону Украины, потому что он говорит, вот им мало дают, а эти, мол, это 120 миллиардов, и у них есть большие такие вот возможности. В то же время этот Ходорковский открыто заявлял о том, что мы должны эту империю возродить, что это наша территория, потому что мы эту территорию захватили, это моя территория. Но, конечно, это очень-очень печально для него самого. Он сам-то 10 лет отсидел там, и потом его выпустили через 10 лет, и у них там были эти разные споры, почему его Путин выпустил, непонятно, какие были там споры, разные идут толкования, что они там связано было с тем, с тем. Конечно, они как раз-таки, Ходорковский и его вот эти вот остальные, так сказать, миллиардеры в кавычках, это настоящие воры были. Они все, что там было вот в Советском Союзе, эти ваучеры понаделали, раздали их, потом, значит, девальвация, потом девальвация, и пошло в 40-50 раз они увеличили, значит, упадок, скажем, цены на доллар. То есть получилось, что рубль вообще обесценился, их все ваучеры потом пошли по рукам за бутылку водки раздавать. Они понакупили вот эти все, вывели эти все ваучеры под себя и стали обладателем всего имущества Советского Союза. Там. Ну, скажем, в данном случае Российской Федерации России при Ельцине. И обогатились. Просто сидели, вот взяли и обогатились. Дело в том, что они знали, что они делают и для чего делают. А простые люди не знали. Или какая-то там часть, очень маленькая часть, какой-то процент знал. И вот они там вот это все поукупали, стали миллиардерами и стали управлять, теперь умничают. Но народы тоже не дураки. Люди понимают, что эти люди, которые нарвались, как говорится, на вот эту вот манную, как говорится, бесплатную кашу, так они вот сейчас вот говорят, надо так делать. Я хочу сказать, что им веры нет. Они сейчас крутят то так, то сяк, да. И, конечно, на Западе тоже пытаются этих людей использовать. То есть на Западе определенные, значит, политические деятели или такие же, может быть, нечестным путем хотят приобрести те или иные, скажем, финансовые вливания себя, они, конечно, это делают, здесь нет сомнений. Так что Ходорковский, он был и остается человеком, который стоял за империю и который хочет эту империю возродить. У него это не изменилось. Но сегодня он делает какие-то там ходы, которые
говорят, вот, что вот, мол, Запад здесь как-то виноват, вы должны помочь Украине. Я в это, ну, ему не верю в этом, я хочу сказать. Вот. Ну, что могу было сказать о нем по Баркал. поводу этого вопроса, да. Баркал. Друзья, если есть еще вопросы, пишите вопросы. Это тоже пишите. И если хотите непосредственно сами принять участие в дискуссии, в общении, задать напрямую вопрос, заходите на телеграм-платформу открытого диалога Президиума правительства и задавайте сами напрямую. Так. Аят, ну, если пока нет вопроса, я бы тоже задал вопрос, актуальный на сегодня. Ну, о чем говорят, по крайней мере. Актуальность, как мы знаем, она у одних одна, у других другая. Долголетний, многолетний председатель парламента так называемой Чеченской Республики, оккупированной фашистской Россией, их республикой, как они ее называют, Магомед Даудов, он же Тимур Даудов, по кличке Лорд, переведен фактически премьер-министром, председателем парламента, председателем правительства российского оккупационного, вот этого марионеточного. Что ты по этому поводу думаешь? Я не хочу даже думать ни о чем здесь. Они между собой там пересаживаются с одного кресла в другое кресло. Я думаю о том, что это марионетки, они служат нашему врагу. Они служат империи, все. Значит, если они служат империи и, значит, угнетают наш народ в этом смысле, то это понятно. Наш народ сегодня оккупирован и не может свое слово сказать. Он находится под оккупацией. Воля, которая была проявлена нашим народом в 90-м году, на общенациональном съезде чеченского народа, принята наша конституция и незаконная оккупация нашей территории, и теперь поддерживают эту линию, вот, которая совершила Москва, это империя. С этим соглашаться не могу. То, что они там внутри себя поставят того или другого или третьего, это ничего не меняет. Собственно, это ничего не меняет. Ясно, что это работа Кремля. Все. Больше у меня никакого ответа на это нет. Это они, это Кремль, это вот эти изверги, которые убивали, насиловали, расстреливали наших людей. Почти 300 тысяч, говорят все, но я говорю, более 250 тысяч человек, детей 40 тысяч убили. И теперь сегодня они там находятся, в какой степени определенно какая-то часть людей пытается выжить, и в этой ситуации служить этой империи, это, ну, как сказать вам, это недостойно служить империи. Можно говорить что угодно о том, что, допустим, этот хороший, или это плохой, или другой. Какая разница, что белая или черная там свинья, или какая-то там другая, скажем, животная тварь. Вот так я думаю. А здесь они вот четко и ясно преследуют цель для того, чтобы прямо преследовать. Это просто исполнители тамошние, так? Они исполнители. Им даже деваться некуда. Они или должны погибнуть, или должны исполнять их волю Кремля. Вот они Кадырова старшего убили, я хорошо знал его, так? Они его убили практически, потому что он допустил там какие-то вот ошибки, скорее всего. Он не соглашался с тем, что они там те или иные какие-то дела делали, внутри хотел какую-то свободу. Ему не дали этой свободы. Вот о чем речь. Вопрос о том, что эти люди, которые сидят сегодня там, они должны думать о том, как вот освободить нашу территорию, как помочь нашему народу восстановиться. Вот это, если бы они думали, мы могли бы думать, и это тоже должны были думать тайно, не говоря ни о чем. Таких людей пока мы не видим, может быть, они там есть, о них никто и не скажет. Не то, что, может быть, я уверен, что они там есть эти люди, которые не соглашаются этой системой имперской власти Кремля. Это Кремль там сидит. Они могут сегодня и Кадырова убрать,
и того убрать, и третьего, перестановки. Это для того, чтобы создать какую-то конкурентную такую, значит, ситуацию. Там якобы вот они все будут стремиться к власти. Я их даже не знаю, кто они такие по фамилии, но я вижу иногда, смотрю, и мне очень больно видеть, вот как они там себя изгаляются и вот эти вещи говорят. Спасибо. Спасибо, спасибо, Барка. Так. Друзья, ждем ваших комментариев, пишите. Нету вопросов, да? Задать вопрос, можете высказать реплику или же прокомментировать что-либо. Аслан, вот здесь мне прислали вопросы еще раньше, вчера. И спрашивали, вот якобы вот есть такая идея, что, значит, Европарламент вот должен признать Чеченскую республику Ичкерия. Мы это как-то касались этого. Но снова мне этот вопрос задали. И вот ответь, мол, и говори, что ты думаешь. Ну, что я думаю? Что это просто фейк. Европарламент не может признавать Чеченскую республику Ичкерия. Чеченскую республику Ичкерия в этом плане признала ОБСЕ в 1997 году, когда 57 государств мира подписали, значит, их наблюдатели, их миссия была, когда были выборы президента, парламента, наших органов власти, и они подписали, значит, специальное заявление, подтвердили, что выборы прошли законно на основе Конституции и международного права, имеется в виду. Так что вот это есть, это было признание, скажем, на этом уровне. А теперь говорит о том, что здесь вот Европарламент, они подали какой-то, значит, выставили какой-то там ролик, на котором все собирают подписи, что Европарламент должен признать. И они под это подразумевают признание командой самозванцев Закаева и его этих людей, которые не имеют никаких полномочий от нашего народа, а напротив того, значит, они то были демократами, потом были, значит, религиозники, потом снова стали демократами. Сейчас, с 2017 года, они снова религиозники. И, ну, они там, где встречаются, везде говорят, что они демократы. А внизу, там, под низом, где они принимали документы и их заявления, есть, что они религиозники, и что все вопросы они будут решать на основе Корана и Сунны. Вопрос не в том, что это религиозно или не религиозно. Вопрос в том, что эти решения принимает только наш народ, а не эти люди, самозванцы, которые себя обозначают таковыми. Они в 22 году тоже встретились, кажется, в Швейцарии, там все обсуждали, там тоже подписали какие-то документы о том, что они все, мол, объединились, и что на религиозной основе. Теперь, оказывается, у них там произошел какой-то внутренний разлад, и они там сейчас друг друга там пытаются поувольнять. Это же у них было еще в 2007 году, когда они незаконно себя объявили, скажем, главой государства, там Сараляпов, а этот премьер-министр назначил Сараляпа. Потом, когда в 2009 году приехали марионетки из Чечни, стали они договариваться, в то время тоже эта команда, вот самозванец, заявила, что марионетки, они легитимны, и легитимны, кроме этого, и они сами. То есть и тогда, значит, команда, эта единая команда тоже разошлась у них
они начали спорить и друг друга увольнять. Назначенный Сараляповым Закаев был уволен его же постановлением, потом Закаев своим постановлением уволил Сараляпова. У них вот этот вот бардак пошел. Тогда это внутренние такие, как говорят, споры в одной банке. И в то же время и тот, и этот, они принципиально, значит, нарушили основу нашего государственного строя и не имеют никакого отношения к нашей власти. Вот что я хочу сказать. А сейчас вот эта вот пропагандистская уловка, которая набирает, допустим, имя и мне, и другим, присылает какой-то там итальянец, я не знаю фамилию его, Франческо какой-то там, он, значит, раскручивает какую-то там, ему, если им даже и говорили, объясняли, он ничего не слушает и делает то, что ему говорит Закаев. Знаете, вот это пропагандистский ход, вот не более того. Вы не ошибаетесь, потому что у этих людей нет никаких полномочий о том, что они являются нашим, скажем, представителем нашего государства и народа. Единственным усеченной формой, но единственной легитимной власти нашего народа является сегодня, остается это президиум правительства Республики Ичкерия, в составе которого люди, которые были избраны в 1997 году нашим народом, они остаются, их никто не убирал. Но только те из них, которые не перешли на сторону Кремля и которые не отказались от нашей Конституции и воли нашего народа. А эти люди, про которых я сейчас сказал, они наглухо от себя как запечатлели и запечатали. Они отошли от всех этих норм и работают, практически вся их работа, если мы будем смотреть, идет в пользу только Кремля. Вот что я могу ответить на этот вопрос, который мне отдельно прислали. Там, значит, Аслан, я его отвечаю еще раз. Баркал. Друзья, если есть вопросы, пишите вопросы, комментарии, и я их зачитаю. Еще один вопрос был у меня, тоже раз нету, так? Значит, мне там начали задавать вопрос по поводу убийства, значит, президента, убийства, они говорят там, убийство президента Ирана. Насколько это, значит, является правдой или неправдой. Но время только покажет, правда или это неправда. Это может быть случайность. И в то же время нужно смотреть, кому это выгодно всего, что вот его там убили, он погиб. Там это следствие, видимо, идет, и они какое-то вот скажут, кто виноват или нет. Здесь даже, может быть, он случайно погиб, может быть, где-то случилось, действительно. Но это такой случай, который сейчас бы дал возможность, если бы Иран и Китай и Россия активно хотела бы его использовать, обвинить в этом, скажем, Израиль или Запад в целом, да? Но пойдет ли на это, скажем, Запад или Иран, пойдет на это или нет? Вот в чем вопрос. Вряд ли они пойдут на то, чтобы обвинить и начать какую-то там военную кампанию, якобы начало Третьей мировой войны. Я так думаю. Дело в том, что они в Азербайджан где-то какая-то третья часть Ирана по территории, и где-то около половины населения Ирана являются это азербайджанцы сами. То есть они как бы в составе этого Азербайджана находятся в составе этого Ирана. Так что такая, что некоторые радуются этому, некоторые нет. Ну, время покажет. Но ясно одно, что идет напряженная такая ситуация в этом регионе, так? И здесь Израиль на стороне Азербайджана, ну, я имею в виду Азербайджан, который отдельное государство, Баку и это. И они дружат между собой, как мы понимаем, они там помогали и Турции, и это помогали Азербайджану в противодействии с Арменией, там, Карабахом, это мы помним. Но там напряженная ситуация сейчас, и видно, это разрулится, или это во что это выльется, как говорю. Я не думаю, что это выльется
в Третью мировую войну, потому что сегодня нет силы у этих, скажем, государств, чтобы развязать открытую войну. Если даже это было и убийство, скажем. Но пока такого вот решения о том, что это было убийство, доказательств нет, и использовать этот момент вряд ли они будут. Что я думаю по этому вопросу. Баркалая. Джимми Фокс спрашивает, почему Ахмад Кадыров, имеется в виду, должен был убит? Кто был убит? Кто был бенефициаром этого, на ваш взгляд, на это? Ну, почему он должен был убит? Видимо, там было связано с тем, что когда они поставили во главе Ахмада Кадырова, то он, видимо, получил какие-то гарантии от Путина, что туда будут вливаться деньги, что он быстро, значит, восстановит все разрушенное и все такое. Но, как я помню, на встречах, которые были в Москве, Жириновским, там, Рогозин, другими встречи, и там и с военными, у них были вот какие-то противоречия. Ну, не какие-то, а там русские эти войска и эти фашисты, которые вот я назвал, так, они хотели там грабить наш народ все больше и больше сами. А здесь вот Кадыров появился и хотел это взять себя все под руки и помогать, скажем, Путину. Но и там были споры такие о том, что я как сейчас помню, он там жаловался, говорил, что вот вы мне выделяете, к примеру, какую-то там сумму денег, ну, не буду называть какую, а 2/3 суммы остается в Москве. И это было, и по этому вопросу шли разборки тогда. Он говорит, как это так? И потом там даже доходило до личных оскорблений у этого Кадырова старшего. Они там говорили ему, как я помню, Кадырову там Жирнов заявлял, что вы, говорит, среди интеллигентных людей находится и в шапке, как пастух. И, может быть, это помните, тогда этот Кадыров старший ответил, а где вы видели, чтобы пастух снимал шапку перед баранами? Потому что до такого доходило, понимаете? И, видимо, где-то было вот это противостояние, которое было и в российской армии тоже, и в российской власти тоже есть противостояние. И они даже не только кадры, друг друга убивают. Вспомните, сколько людей они поубивали, даже своих генералов, даже своих там известных людей. Но это идет, это такая нормальная, как говорится, практика для этого государства, империи. Вот я что думаю по этому поводу. Баркал, здесь комментарий от Эда, говорит, Аят, Иран был и есть союзник Армении. Азербайджанцы в Азербайджане не очень большие сторонники правительства Ирана. Да, это так, да. Иран, они сторонники Армении. Это связано с тем, что Иран, значит, союзник Москвы. Вот это цепочка. Иран союзник Москвы, и Армения союзник Ирана. Это цепочка. А так должно было быть несколько иначе, но это есть, да. Но такой момент присутствует, как вот нам известно из всей этой истории, которая сейчас протекает. Да, это так. Баркал. Так, F-16 самолеты дали, не дали, не знаем. Ничего не слышал ты про это? Но говорят, что дали, мы же не можем, дали, не дали, но говорят, что дали, потом одни выступили, там говорят, что эти F-16, они такие хорошие, но на них надо, чтобы учиться целый год нужно чуть ли учиться, они очень сложные. А вот там F-25, какие там у них еще самолеты, эти, мол, хорошие. И там непонятно, как это все, но что-то они там выделяют, занимаются, это мы потом только узнаем. Вот я слушаю этих украинских там блогеров или их политиков, они проявляют недовольство, потому что вот из-за того, что они дают
как надо и вовремя это не дают, ну, получается, гибнут люди и все такое. В то же время мы видим, что Москва там активизируется, расстреливает людей, бросает снова свои эти ракеты. Видимо, еще есть вопрос такой, что говорят, что везде это санкции, а на самом деле Москва каким-то образом через своих там друзей или обход достает вот эти свои необходимые ему, значит, детали для создания там более точного оружия. Вот такое происходит. В общем, это война, что там говори, не говори, война. Во что это выльется и как это будет, это зависит, конечно, от украинского народа и от того, как сегодня вот будут его воины воевать и как вот остальной мир его защитить. Ясно одно, если Украина проиграет, то фактически, можно сказать, проиграет и Запад. И система власти будет в этом смысле, как вот говорил этот Си, китайский руководитель, что они никак не хотят соглашаться с нами, что их диктатура, это демократия, она слаба, а наша диктатура, она крепкая и сильна. В общем, идет борьба между двумя этими системами, и для нас, для чеченцев, важно, чтобы победила, значит, западная диктатура, ну, общая диктатура, демократия, то есть демократия я имею в виду, так? Значит, и в этом направлении нами приняты все, значит, необходимые документы. В этом направлении действующие страны Запады показали, насколько это полезная, значит, система власти, конкуренции, все такое. И при том, при наличии, конечно, своих же недостатков в то же время. То есть недостатки все равно бывают, но в том, что вот так вот развились и получили экономическое процветание, научно-техническое, культурное при демократии, это очевидно. При наличии тех же вот некоторых недостатков, которые необходимо, видимо, в будущем как-то, значит, нивелировать, чтобы это было так или иначе, значит, приемлемо в будущем. Я так думаю. Баркал. Тут Адам спрашивает, вопрос еще один. После убийства президента Ирана, что ожидает Израиль? Некоторые говорят, что за этим стоит Израиль и Америка, блогеры. Ну, вот это он пишет. Ну вот что ожидает Израиль? Будет война? Израиль всегда ожидает и ожидает о том, что в этом регионе Иран хочет уничтожить Израиль. Так? А в то же время, скажем, палестинские вот эти Аббас и другие, они открыто выступили против Хамаса. Потом, скажем, Египет против, Саудовская Аравия против. То есть большинство арабских мусульманских стран тоже выступили против Хамаса. Вот Иран здесь вместе в купе с Россией и, может быть, сказать, в какой-то степени с Китаем, хотя это еще не определенно, вот это идет. То они, значит, против, то нет, но мы это видеть будем по их поступкам сейчас. То одна информация выходила, потом другая выходила. Израиль остается в том же состоянии, как и был. Угроза уничтожения этого государства. И прихода туда, скажем, другой системы во главе с Хамасом. Вот такая вот стоит задача у этих диктаторских режимов. Но в то же время здесь, конечно, есть и другой момент. Очень мы за то, чтобы Израиль и их войска вот как-то вот в этом вопросе настолько жестоко и приходится вот видеть эти жестокости, потому что там люди гибнут. Гибли в начале в Израиле, когда Хамас напал, теперь гибнут здесь, значит, на территории Палестины. Необходимо, конечно, этот вопрос рассмотреть на каком-то особо высоком уровне и решить его. Но до сих пор он не решается, я думаю, не решается, потому что там не приходит к соглашению. Потому что у каждого вопрос, отношение к этому вопросу разное. И на Западе, и, скажем, на
на Востоке, разные точки зрения, они спорят, и в этом споре гибнут простые люди. Вот чего мы должны сожалеть, и было бы хорошо, если бы этот вопрос там решился. Это вопрос не нашего, так скажем, уровня, но мы за то, чтобы там был мир, за то, чтобы и евреи, и, скажем, исламский мир, чтобы они и остальной там от Ближнего Востока, чтобы там было спокойствие. Как это сделать? Что это сделать? В это дело надо углубляться, смотреть, и решение за этим вопросом лежит, конечно, на странах, больших странах, которые могут влиять на эту ситуацию. Так. Израиль будет оставаться в том же состоянии, как он и был всегда, опасностью быть уничтожен. И он готовится к отражению. Эд Мамедов спрашивает, а я вопрос, как вы думаете, если нефть будет по $10 за баррель, фашистская Российская Федерация развалится сама с собой и будет умолять США снова помочь ей? Ну, я не знаю, будет ли это, можно говорить сослагательно, будет, не будет. Ясно, что тогда не только, скажем, у России, да и у всех стран мира это станет очень дефицит тогда, не то, что дефицит станет, а тех, кто продает эти, для них вообще невыгодно будет, может, и продавать эту нефть, так? Или другие там товары, которые, значит, у них есть. Но это было тогда еще в 90-е годы при Советском Союзе, когда так на нефть цена упала, и поэтому в этом Советском Союзе все, что закупали за счет этой нефти, потом их стала нехватка. Всех товаров, продуктов, все стало нехватка, и поэтому Советский Союз решил переформатироваться. То есть тогда лозунг был демократия, перестройка и гласность. Вот на этой основе хотели переформатировать Советский Союз, но и это не было внутренним таким расколом, не было позволено. Это покажет время. Если это они сделают или упадет так цена, я думаю, эта цена упадет только тогда, когда другие источники энергии будут открыты, скажем, научно-технический прогресс, или там солнечная, или другие же ученые же трудятся над этим, так? И тогда вот эти все двигающиеся, скажем, автомобили или другие механизмы, они все, если перейдут на другую систему, но когда это может быть, я не знаю. Вот так мне кажется. Баркалает. Так, Бег Ночи спрашивает, как относиться к вопросу о признании государства Палестина? Какая точка зрения у Президиума Чеченской Республики Ичкерия как легитимного органа Ичкерии за рубежом? Ну, у нас какая точка зрения? У нас такая точка зрения, когда вот создавались эти государства, еще тогда какие-то были в самом начале, да, когда Израиль, то там будет два государства, и Палестина, и Израиль. Видимо, там какие-то произошли сейчас споры, одни выступают против того, чтобы это государство было, значит, создано, я имею в виду Палестина, Израиль есть, Израиль успешно развивается. Наша точка зрения в том, что надо соблюсти те решения, которые были приняты тогда, в те года, когда эта основа была там заложена. В чем сейчас причина, почему это не происходит, мы понимаем, потому что скажем, Палестина требует возвращения им таких-то территорий, которые вот захватил Израиль. Израиль не хочет это давать. Без этого, значит, они не хотят иметь свое там государство, они требуют, чтобы им это вернули. Там были споры о том, что вот мы готовы там все страны признать Палестину, а Палестина требует, чтобы были возвращены те территории, где находятся вот эти мечети, за которых идет спор.
И там вот настолько это религиозное вот это противостояние, настолько это, ну, как сказать, запутано все это. И воля, вот то, что вот выработал с тех времен, столько людей погибло за эти года, скажем, 48-го года, столько людей погибло в споре между вот этой проблемой, нерешаемой. То есть они считают, что израильтяне туда не могли быть, приехав, там были все время арабы, а арабы считают, что они еще до нашей, скажем, в прошлом тысячелетии уже там были. Ну, там есть, конечно, это все, этому есть какая-то историческая основа. Но мы же живем сегодня в современном мире, современное международное право, и мы стремимся делать все так, чтобы было все решено в рамках современного международного права. Надо как-то этот вопрос решать, насколько я понимаю. Решится этот вопрос или нет, там это покажет время. Но найдутся, наверное, умные головы, мысли, и вопрос решится, и там становится мир. Я в это верю, и этому надо, значит, мы это поддерживаем. Мгм. Он добавляет, что он имел в виду, что видение просто наше, то, что Ичкерия в приоритете дал Муаму Бекс. И вот тогда вот в связи с этим тоже вопрос возникает. Как относиться к тому, что сектор Газа, представитель Хамас, вот это палестинская сектора Газа, считает, что мы часть России, а мы их Да. признаем. Как это так тогда согласовывается у нас? Они нас... Они нас... Сектор Газа. Нет, речь идет, что против нас выступало это Хамас, руководство Хамаса. Это они. А сама Палестина, вот где Аббас там руководит, да, это другое. Оно не едино. Там они друг другу. Этот Аббас открытый выступ против этого Хамаса, если помните. И пока что Палестина, она не имеет своего государства, так? Если бы это было государство, то, может быть, мы могли бы с ними этот вопрос решать. Но мы в то же время видим, что все другие государства исламские, которые есть и в Африке, и в Азии, к которым мы обращались, они все, как бы, значит, поддерживали Кремль. В то же время, с точки зрения религиозной солидарности, допустим, наш народ исповедует мусульманскую религию, они выступали, если с религиозной точки зрения, в пользу Кремля, который атеист или который христианин. Так что здесь очень сложно это вопрос. Религия используется там и здесь, используется в целях того, чтобы сохранять эту власть. Власть имущие, они религию используют, чтобы защитить себя. Поэтому вот здесь на религиозной основе вот этот вопрос ставит его в тупик, потому что людей в информационном плане, в религиозном плане настолько они его, значит, этот вопрос вот такой сделали тупиковым, что это выгодно. И если бы они хотели делать что-то другое, они бы с точки зрения религиозной, если они действовали, они бы признали нас, эти страны. Возьмите Иран, возьмите Сирию, возьмите Ирак, возьмите Кувейт, возьмите Турцию, да любую страну, Ирак, Марокко, другую. Ни одна из этих стран нас не признавала, считала нас частью России. По какому праву? Мы создали свое государство, мы сделали все, что нужно, как в международном праве, и вдруг, значит, они, наши братья-мусульмане, они, то есть не братья и в этом смысле, никакие они не братья, я имею в виду их руководство. Сами-то мусульмане, как там живущие, они и братья, может, по вере, а руководство у них, диктаторы сидят там. Вот поэтому вот это все так и происходит. И здесь это сложный вопрос. Вот я не только в соответствии, что, скажем, мы поддерживаем, скажем, чтобы там был мир. Мы за мир, чтобы было спокойствие везде, не только там, а во всем остальном мире, не только там. Так что у нас такая позиция.
здесь. Баркалает. Так, Эд добавляет к тому своему комментарию по поводу $10 за баррель, что это и есть официальная программа будущего президента Трампа обвалить цены на нефть и призвать фашистскую Российскую Федерацию к капитуляции. Ну, может быть, они там говорили там и другое. Трамп вроде бы говорил, я слышал эти его заявления, что они скажут, что по этому Зеленскому отдать все эти территории, которые захватил, мол, Путин раньше, и на этой основе, мол, остановить войну и все такое, мол, я решу. Я думаю, что эти разговоры от Трампа, это предвыборная кампания, они могут сейчас что угодно говорить. А там посмотрим. Вот там Окей. победитель. Но он в прошлый раз сдержал все, что говорил, Трамп сдержал. То, что он обещал предвыборно, он выбор и со стеной он там с Мексикой, и все, что он говорил, пробовал. Посмотрим. Посмотрим, да. Да, видно будет. Если он выиграет, посмотрим. Да. Вот вопрос, говорит, Адам задает вопрос. Если уничтожить путинский режим в мире наступит мир? Но, скажем так, Путин там, так, это формально мы говорим путинский режим, это имперский режим. То есть система власти должна быть изменена, и если она будет изменена, значит, конечно, там должна быть какая-то, значит, перетурбация по всей внутреннему вот этому состоянию, которое есть сегодня в России. Там диктует все, что там есть, назначение, не назначение, все кто делает? Путин, правильно? Он может Думу распустить, он может назначить любого губернатора, любого снять, он может начать войну, он может, значит, кого угодно там убить за границей, не за границей. То есть диктатор сам настоящий. А посмотрите, как в других странах, когда, и при том он сидит сколько лет, уже 20 с лишним лет, 2000 года, собственно, сидит, руководить. Когда за это время сколько президентов сменилось в Америке и на Западе, сами видите, да? Только их поменялось, новые пришли, все. Это говорит о том, что народ избирает. Вот. То есть я так думаю, что если там, в России, внутри, произойдет вот эта смена системы власти, так, то тогда эта система власти должна быть, ну, на принципах демократии. Демократия – это значит свобода, равенство народов, свобода личности. Вот на этом принципе, если это будет, тогда я надеюсь и уверен, что там могут появиться и отдельные государства, и там могут появиться какая-то федерация. Не просто там, значит, Российская Федерация, а конфедерация. Конфедерация, значит, народов или государств на этих территориях. А может, они совсем выйдут оттуда. Вот такое тоже может быть. Видите? Будем наблюдать. Будем наблюдать. Да, будем наблюдать, да. Да, так. Был здесь комментарий. Удалили. Ну, про внутреннее дело Израиля. Здесь было, что Палестина внутреннее дело Израиля. Я с этим соглашусь. Так, комментарий. Так, вот мне задали вопрос, если Аслан. Да, пожалуйста. И что ты написал мне, вот вы знакомы были вот с руководителем антитеррора? Этот канал на Телеграм. Я не был знаком с ним, и они там приводят пример, что он обнаружен, что вы думаете о нем, что это называет его фамилия как-то, Сатуев. В общем, вот такой вот мне здесь задают вопрос, что он там выступал против всех религий, что он чуть ли не преступник, вот такие вещи говорят.
Ясно, что он имел свою позицию, я его не знал и никогда с ним не общался, кто он такой, антитеррор. Но то, что говорили, что он там занимается вопросами, ну, скажем, антирелигиозными, не признает исламскую религию, он против арабской Корана, что написано не то, исповедует сегодня, что обманывает людей, что есть вроде бы Коран, а вроде бы еще, значит, эти хадисы. Ну, в общем, вот это вот там, это в этой религиозной риторике разобраться очень трудно, потому что это вековые такие вот споры. Даже в самом исламском мире, как мы знаем, идут вот эти противоречия, так? Ну, антитеррор, он, видимо, не совсем был сведущ в том, что так нельзя себя вести. Мы должны понимать, что мы за свободу вероисповедания. Но если он там, значит, выступает против всей любой религии и выступает против, но аргументируй тогда это, без всяких, как говорят, оскорблений, унижений, и веди себя как нормально, как человек. Вот я так думаю по этому вопросу. Мне кажется, да, что это человек больше проект, учетом того, что здесь Может происходит. быть. Ну, мне Да. прислал вопрос кто-то там, вот такой вопрос, что ты думаешь, все. Да-да, то есть, щас подозрение, а я тоже, что вот они и тебя спрашивают, и меня спрашивают, что есть подозрение, у меня вот есть, подозрение только, что готовится какая-то провокация сейчас либо на него, либо на его там последователя, какой-нибудь сумасшедший что-нибудь сделает и начнут сейчас. О, там, короче говоря, не дай бог, конечно, посмотрим. Так, друзья, пишите комментарии. Так, чё? Ну, у меня стал этот раз как-то обильным, эти вопросы меня забросали. Вот мне кто-то написал насчет этого телеграм-канал НИСО, что там что-то говорили, что-то сказали, но я не знаю, что там говорили, что сказали. НИСО есть телеграм-канал, на котором идет вот эта пропаганда о том, что мы должны туда прийти, мы должны там завоевать, да мы должны там восстановить, значит, создать свое государство. Так? Вот такие там идут разговоры. Я с ними общался, говорил с ними, объяснял нашу точку зрения, обосновывал, но они как-то вот, значит, на религиозной основе вот это все пытаются объяснить, и вот они могут в итоге захватить там власть. Но я ставил вопрос тогда, если вы можете там захватить власть, с кем вы будете общаться с остальным миром. Во-первых, с точки зрения международного права современного, это будет государство-первород, так? Вот, допустим, государство-первород совершили Белоруссии, да? И там Лукашенко остался у власти. Ну, а здесь, вот, допустим, государство-первород там захватят власть, эту территорию захватят, да? Допустим, Нишу и его там сатрапы все. Ну и что? Они захватят эту территорию. Теперь с кем будут они общаться? Какие другие страны вот признают их? Какая страна их признает? Никакая. Потому что здесь вопрос вот о чем. Во-первых, они совершили все это и будут совершать, и вероятность того, что там они там победят и сделают это, очень малая, потому что сегодня современная война это совсем другая ситуация, и у нас есть все основания, и есть
доказательство того, что мы создали государство в современном международном праве, там, ну как это положено, как это создала и Украина, Казахстан, и это Российская Федерация, Россия, правда, не совсем верно, правильно, там нарушения были, и другие страны, которые вышли из Советского Союза. Мы это свое государство создали, ну и что, вот создали свое государство, они нас напали 5 раз, агрессию совершали. И тем самым, значит, мы показали, что мы эту линию, значит, отстаиваем, нашу конституцию, решение нашего народа. И это та линия, которую мы должны следовать. Какой бы там ни был НИСО или другой там, значит, канал или люди, которые ее поддерживают. Значит, я хотел бы сказать этой молодежи, что нам надо, значит, опуститься на землю и думать о том, что мы можем сделать. Да, у нас очень много людей погибло. Да, наших людей пытали, расстреливали. Да, нас что только не делали, что невозможно было бы даже вот терпеть. Это невозможно терпеть. Но нам надо сейчас, первое, что мы должны сделать, это мы должны сейчас положить конец этому, значит, вакханалии, который против нас делает империя, и им содействуют другие силы в мире, так, для того, чтобы нас уничтожить. Поэтому нам нужно вот эту первую задачу решить, то есть остановить и не поднимать эти вопросы, а решать ее сегодня совместно по признанию нашего государства в мире. Стоять на принципах соблюдения прав человека, на принципах это свободы личности, того принципа и нашей Конституции, отстаивать, доказывать, что мы создали свое государство, и этим путем сегодня идет наш народ и дальше. А здесь за счет того, что появляются такие НИСО или другие организации, которые называют себя религиозными мстителями или так, мы еще большую, значит, в пучину, в кровь наш народ хотим загнать. Это нельзя делать. Надо наоборот сейчас. Надо сделать все для того, чтобы остановить все это. Первое, что нужно, это остановить. И надо, значит, объединиться нам на Западе и везде во всем мире, объединиться по, значит, решению нашего вопроса по деоккупации нашей территории. Как это делает сегодня Украина, как это, значит, за это стоит Грузия, как Молдова, как Белоруссия, эти народы. Мы должны вместе с ними бороться за освобождение нашей территории и восстановление той власти, которую создал наш народ. Все другие пути, я вот обращаюсь вот к этим людям, НИСу и другим молодежь, которые религиозно думают, что это вопрос на религиозной основе решать. Нет, мы мусульмане, да, мы верующие, да, наши предки были веками. Теперь пришли какие-то новые и говорят, вот, что вы были не мусульмане, мусульмане это мы там построим. Это все блеф, это нереально сейчас, нереально. Сегодня надо смотреть, что невозможно сделать то, что мы там себе замыслили. Нет у нас таких, скажем, ресурсов сегодня. Ресурс у нас один. Это наш народ, это наша территория, это наше решение нашего народа о создании нашего государства. И то, что наше государство было признано некоторыми государствами в мире, и то, что мы полностью все структуры власти создали и образовали свое государство. Если мы это выкинем в сторону, как вот говорят эти люди, то мы снова возвращаемся, скажем, 90-й год, 90-е годы, когда Советский Союз разваливался. То, что снова нам оттуда начинать, это нельзя говорить. Надо подумать об этом. Не верьте тем вот этим россказням, которые некоторые деятели по знанию или незнанию, или по наущению кем-то, вот нас толкает в это болото. Мы должны здесь на Западе и там на родине, везде работать в том направлении, чтобы, значит, освободить нашу территорию и восстановить нашу легитимную власть, чтобы в дальнейшем мы в сообществе других государств развивались. Только этот путь для нас является правильным и обоснованным.
Что-то плохо я слышу, правда, но... Так. Ну, я готов в любое время, только заранее, если так. А так, в принципе, если будет такая возможность, мы поговорим по всем вопросам, которые нас интересуют и которые его интересуют, всех наших людей. Нам все больше и больше мы хотим общаться и с американцами, и, скажем, европейцами, с многими людьми. Мы решаем, пытаемся решить проблему нашего народа. Мы являемся представителями нашей легитимной власти, и мы открыты для всех. Мы не скрываемся ни от кого. Мы не изменяем свои фамилии, имена не изменяем. Мы находимся на тех же должностях, которые мы были еще тогда. И продолжаем эту работу. Так что с Табахом мне было очень приятно побеседовать. Видно, он толковый такой и посвященный человек, проблемы, которые есть и в Америке, и в Украине. Надеюсь, что это будет полезно. Так, постараюсь исправить, не знаю. Да, вот восстановили. Переключился вроде бы. Да-да. Он зависает, что-то еле тянет, но все вроде наладилось, мне кажется. Так, Ливан Кочерава. Хайтиш, мой звук, скажите, как картинка, как звук, вот, наладилось, отлично. Так, пойдемте дальше. Ливан Кочерава. Салам из Тбилиси. Салам, Ливан. Давно вас не было, кстати говоря. Вопрос уважаемому Аяду. Как поверить Западу, когда ничего не делают они, чтобы выгнать с Кавказа Российскую империю? Игнорируют легитимные власти в наших странах. Как это знакомо, Аят? Но это старая, так сказать, ситуация. Она продолжается до сих пор. Дело в том, что у, скажем, западных стран, в первую очередь, их свои интересы они защищают себя, свои страны, свои государства, свои, значит, должности. Так, и в то же время они ведут такую вот обширную там международную политику. На Кавказе это такой клубок, где столько вот народов, как говорится, так, где там разного конфессии, христиане, и мусульмане, ну и иудеи, и другие, там много. Но вопрос можно, я думаю, решить, и верить не надо, надо действовать на практической основе. То есть надо добиваться взаимного доверия. Вот, допустим, мы сейчас, вот мы с грузинами, хорошие у нас отношения были с президентом Гамсахурди, Верховным Советом, у нас было взаимное признание, потом, значит, что случилось, вы знаете, убили Гамсахурди, убили нашего президента и других поубивали. То есть чего там ищет, скажем, сегодня Запад или другие страны мира? Потому что это, они считают, что это второстепенный вопрос. Нам необходимо выносить этот вопрос на международный уровень, что постоянно мы стучали в эти двери, постоянно этот вопрос поднимался, конференции, потом, значит, шествия, заявления. Вот что нужно делать. А когда мы здесь находимся вот на Западе, у нас здесь место, допустим, легитимной власти, на эту власть претендует несколько деятелей, называя себя властью нашего государства, не имея даже никакой основы для этого, то для Запада это легко сегодня как-то решать
А решать это как? Не обращать внимания. Вот я понимаю, что в Грузии сегодня это нелегитимная власть. Я понимаю, что легитимная власть это была, когда был Гамсахурдия, избранный всенародный президент, потом пришел Шеварднадзе, который госперевод совершили они и так далее, и так далее. Мы это знаем. Но как к этому вернуться? Значит, для этого нужны какие-то такие вот убедительные шаги, которые бы нам верили и заинтересован Запад в этом вопросе. Вот. Но как это сделать? Это нужно делать, не покладая рук каждый день и каждый час, борясь с этим. Мы, допустим, понимая нашу ситуацию, боремся, отстаиваем нашу позицию, не будем находить. С грузинскими властями имеем теми, которые были, мы имеем контакты, мы с ними общаемся, мы принимаем разные с ними, значит, разные документы. Ну и вот здесь в этом направлении самое главное, что никогда не прекращать это сопротивление, никогда не прекращать борьбу за то, чтобы действовала эта легитимная власть и решение интересов народа. Никогда не прекращать. Если мы прекратим, то в этот момент может ситуация в мире измениться, и мы, оказывается, будем выброшены за борт тогда. Где вы были? А вас не было в это время. Надо продолжать. Продолжать. Вот что я думаю. Да, полностью согласен на это. Так. Друзья, пишите комментарии, если у вас назрели вопросы. Можно вопрос? И еще я смотрю на некоторых блогеров, даже русские блогеры, они очень, как бы сказать, сильно толкают речь мусульмане, братья, похороны, должны жить именно чеченцы, они берут, именно чеченцы берут. Точку. Но если я правильно понял, Адам, ты имеешь в виду, что сейчас появляются русские блогеры, которые под видом мусульман начинают нам про религию рассказывать. Ты это имеешь в виду? И чеченцы попадаются на это. Да, да. Ну вот, да, это он говорит правильно, да, это так. Появляются русские блогеры, именно русские, Да. не кавказцы, не мусульмане этнические, которые говорят, что они мусульмане, девушки появляются, много таких появляется, я тоже заметил, в платках там и все про религию говорят, есть какие-то даже неформалы, типа эмо, вот эти какие-то черные раскрашенные волосы, Да. и тоже они про хадисы, про Коран, там разные вещи обсуждают. И это кажется странным, потому что их не было до сих пор, религия была в России запрещена в свободном исповедовании. И вот сейчас вот это появляется. Как ты думаешь, с чем это связано и что это может быть? Для чего они это делают? Во-первых, они могут быть, это искренне, может быть, верующие мусульмане из русского населения, так? А с другой стороны, это может быть ход такой, как вот говорили русские в 91-х, вторых, там, пятых годах. Надо загнать их в свой загон и возглавить это. Они хотят, может быть, возглавить это движение. Понимаешь? Может Да. это быть. Но с другой стороны, это может быть действительно искренние люди, которые хотят этот вопрос решать на этой основе. Но это они могут нам помогать, разъяснять в нашем деле нам, так? Но на религиозной основе, если решать этот вопрос, то и религиозники должны поддерживать нашу страну, нашу легитимную избранную власть. Вот что мы имеем в виду. Наши вот люди, которые на религиозной основе диктуют это, мы им говорим, да, мы не против того, чтобы в нашей стране там было несколько конфессий, мы за свободу вероисповедания, но в то же время все они должны соблюдать Конституцию.
наши законы, как они есть. И мы не против, чтобы они свои религиозные обряды проводили, но должны быть законопослушными. Вот это имеется в виду. И наши вот религиозы, которые здесь на Западе или дома, тоже об этом должны думать. Мне так кажется. Мгм. Да. И вот мне кажется, да, может, конечно, они и Искренне. искренне верующие люди, да, но при всем при этом вот их одновременное появление и обсуждение вот этой религии, когда на России за это карают, кажется подозрительным. Конечно, они могут быть. Среди них хотя бы один может быть искренним. Конечно, конечно. Конечно. Да-да. Так, ясно. Так, еще вопросы, друзья. Пишите ваши комментарии. А, Хатаб, это вопросы не ко мне. Сегодня стрим можете задавать сопредседателю президиума правительства Аяду Идигову. Поэтому давайте я не буду отвечать, а вы будете задавать вопросы Аяду. Хочу попросить, чтобы ты донес до всех блогеров, чеченских и украинских, чтобы они не обсуждали политику в Чечении, что там будет или что они сделают. Из-за этого страдает чеченский народ. Я тебя не понял, мистер Дэнди, что ты имеешь в виду? Что нам не обсуждать, но чеченских блогеров, если честно, я не особо много знаю, если скажу тебе честно. Это вообще-то симулякры и российские, большинство которых ты видишь. Есть, конечно, и наши товарищи, но не так уж и много. А что ты имеешь в виду? Не обсуждать, вообще не говорить об этом или что? Цатющица угар искренне верг. Да, Шамсат? Цатиш, Бадыгдиш, Сон Цатиш царя. Вновь обращенный наш Важно, мать. чтобы какую бы религию они не исповедовали, важно, чтобы они были, значит, сторонниками соблюдения Конституции Чеченской Республики и нашей государственности. А Мгм. если они говорят об изменении нашего государства и выступают против, то это уже люди, которые совершают государственное преступление. Вот в чем речь. Это мы должны Мгм. знать. Ну да, в этом смысле, да. Да. Так, мистер Дэнди, пожалуйста, уточни свой комментарий, который ты написал. Так, комментариев не наблюдаем. Ну, сегодня вы активны, что хорошо. Ну, так, как так, Аят, получается? Вот один русский говорит, должна женщина одеть хиджаб, чтобы кроме глаз ничего не видно было. Это как, а? Я ему говорю, моя сестренка или супруга не будет ходить так. Говорит Адам, если я живу по чеченскому закону. Но вот здесь это уже вопрос такой. Это они могут ходить и в хиджабе, и без него, и традиционно, как у нас было, чеченцы всегда ни хиджаба не одевали, ни чеченки. Или могут, если это другой национальность, по своей одежде ходить. Но самое главное, чтобы они соблюдали законодательство, законы нашего государства, которое у нас есть, и Конституция. А там вот это, за все это цепляться, это может цепляться только в том случае, когда от таких людей конкретно это идет какая-то опасность для государства, это уже целая такая, там, знаешь, цельная работа от спецслужб. Только так. Так она может и так ходить, и так ходить. Так, как положено. Там. То, что не положено, скажем, не будут же они ходить совершенно раздетые, к примеру, да? Особенно в зимний период. Так, это вопрос такой, который
не играет сейчас никакой роли в той проблеме, которую мы сейчас ставим. У нас есть законодательство, есть решение нашего народа, есть все, что было. Это вопрос уже будущего, внутренний вопрос это нашего государства. Потом, на основе нашей Конституции и тех правил, которые мы восприняли от остального мира. Ясно, Баркал. Да. Адамс Баркал Войг, как есть положено, как в этом старом анекдоте, положено баланде мясо, ешь. Так не положено же. Не положено, не ешь. Точно так же. Да. Мне, говорит, ему мясо дали, и баланду дали, говорит, мне же мясо положено. Он говорит, ну положено, ешь. Так не положено же. Ну не положено, не ешь. Ну так, игра слов. Да. Напишите Гончаренко, он нес проект на голосование в Раду признать Ичкерию оккупированной фашистской Российской Федерацией. Он может помочь вам выступить в Раде. Советует Эд Мамедов. Хотя, я думаю, вносил проект не он, Гончаренко, Эд. Думаю, не Гончаренко, там другая фамилия. Нет, он делал заявления, он делал какие-то заявления. Неоднократно. Он там, значит, с нами у него контактов нет. Мы не с Гончаренко, а мы с другими людьми работали, когда вот шла вот эта работа по признанию нашего государства. Гончаренко и там некоторые другие, это у них фракции, как мне объяснили, где-то до 20 человек в Раде. Вот эта вот фракция президентская, у них там больше 50 или 60% депутатов. Поэтому что Гончаренко и другие, то, что они говорят, делают это хорошо, но чтобы решить этот вопрос и написать им, мы не против. Нам не удалось сюда проехать, потому что они не дали нам визы проехать туда, а так приехать мы не могли. В общем, вот такая ситуация складывалась, и поэтому мы работали за пределами Украины с украинскими представителями власти и их политикой. И так было принято наше предложение, которое вот признание признание оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия и осуждение геноцида. Это был наш проект, и он еще тогда мы его поднимали, с этим мы занимались. А так, что поехать туда, значит, там ситуация как-то нагнетается, эти туда некоторые ездят. Ясно, что там какая-то идет политика, которая дальше этому признанию не дали ходу. Но есть это решение для нас, для нашего народа, это хорошо. Но вот те, которые не участвовали в этом, одни стали к нему приписывать себя, другие стали, значит, говорить, что это не надо было делать, что это рано сделали, начали вот советовать, скажем, украинской власти. Другие там собираются, там проводят какие-то мероприятия, из которых видно по нашим вот данным, по нашим известным, видно, чем они занимались у нас когда-то на нашей территории, фактически содействовали кремлевскому режиму. Теперь в Украине я не думаю, что они будут помогать. Тоже там надо им в этом вопросе разобраться. Поэтому мы не смогли пока что этот вопрос там обсудить. Но с Гончаренко у нас нет связи. Если будет связь, я всегда готов, значит, с ним связаться и поговорить. Если будет, надо подумать над этим, собственно говоря. Надо подумать. По-моему, у них нет и желания заниматься этим чеченским вопросом, кроме как лозунги. Выдвигать лозунги, то-то, то-то и то-то. А заниматься этим вопросом у них особо нет, вот у некоторых таких депутатов нет еще и желания самого. Ситуация такая военная, и это потворствует им. Я так думаю. Так мы готовы и будем искать, если будет возможность, поговорить с ними и с другими депутатами Думы. Дума, не Дума, она как ее, Рада.
Так, Баркал Аят. Аят. Шамсад говорит, Аят, в эту Украину ездят все, кому не лень. Почему ваша поездка так затруднена? А кому там не лень, назовите. Чтобы туда поехать, надо быть гражданином, скажем, какой-то страны, и в эту страну пускают только тех, кто разрешает Украину. Граница там закрыта, не так просто. Закрыта? Виза нужна, виза. Да, виза нужна. Мы отправили свои тогда паспорта в 2022 году, чтобы нас там пригласили, все такое. И нам от того момента, как вот это произошло, вот это признание, после этого нас стали там предупреждать, вот подождите, потом, или это, потом эти люди, которые говорили, они куда-то сами ушли в тень. В общем, вот такая ситуация. Но мы не теряем надежды, мы продолжаем, мы не прекращаем это дело. Кому не лень кто-то ездит, это, наверное, какие-то люди, которым не лень и которые свободно пропускают. Вот нам это так. Мгм. Ливан Кочерава говорит, благодарит вас, Аят, спасибо за ответ, уважаемый Аят. Я думаю, что Запад все-таки поймет, что надо полагаться на законные власти на Кавказе, потому что у России очень большой интерес в нашем регионе, как всегда. Да, это верно. Спасибо Ливану тоже. Да, совершенно верно. Спасибо, Ливан. Так, ассаламу алейкум, Александр. Гончаренко был сторонник разделить кадыровцев и чеченцев, а ФРФ хотела это объединить их. Ну, хотела единым нас сделать. Если так, да, молодец, респект Гончаренко тогда, молодец. Понимает, значит, суть происходящего. Не знаю, я не услышал этот вопрос. Ну, раз ты говоришь так, то значит так. Он прокомментировал это. Он просто сказал, Гончаренко был сторонником разделить кадыровцев и чеченцев, делить чеченцев, как мы и хотели. А фашистская Российская Федерация хотела объединить в один термин, что вот чеченцы, как с Грузией это получилось, когда ямадаевцы пошли и сказали, что чеченцы. И сейчас, когда начинали в 14-м, начинали в 14-м и в 22-м, тоже они все это делали. Да, так и есть. Согласен с тобой. Да, есть, конечно, для России важно, чтобы говорили, что все чеченцы, мол, под их пятой, и все они, мол, поддерживают и этот Кремль, эту империю. На самом деле это не так. Совершенно не так. Даже те, которые находятся сегодня на территории Чечни, я больше чем уверен, что большая часть, подавляющая большая часть, очень недовольна этой властью, и просто от безысходности они там находятся и не хотят покидать свои земли, свои территории. А те, которые выехали, они тоже, вот, как видите, такая ситуация. Да. Так. Ну, если нет вопросов, давай, значит, закончим, может быть, как ты думаешь? Ну, мы, в принципе, 1,5 часа в эфире, да, можно Ну, заканчивать. как пожелаете, давайте, если нет вопросов, мы можем и другие темы обсуждать, но сегодня давай, если 1,5 часа, как вы желаете, я готов участвовать в тех Друзья, вопросах. если есть вопросы, пишите, давайте, не сидите без дела, принимайте участие активно, задавайте вопросы, если нет, мы закругляемся. Мистер Дэнди Асай написал тебе в Facebook касаемо обсуждения блогерами чеченской внутренней политики. Мистер Дэнди, я сейчас только что посмотрел, я не увидел в Фейсбуке, что вы мне написали, может, не на этот, у меня есть второй аккаунт, которым я уже давно не пользовался, может, вы туда написали. Так. Ну, я думаю, можно заканчивать тогда, раз нет. Уже... Ну, давай закончим, все на этом завершим. Да, давайте завершим.
Мегер, ну так, давайте тогда заканчиваем на этом, Аят. Да, давайте. Масара Баркалбо, Аят, Масара Чедукчаряздо. Спасибо, благодарность и все Спасибо такое. всем, кто принял участие, кто послушает нас. Всех спасибо. Говорите, Да. пишите свои вопросы, мы отвечать будем. Мы существуем для того, чтобы разъяснить вам действительно положение дел. Для этого. Совершенно верно. Честно, объективно, непредвзято, как обычно. Всего самого хорошего. Спасибо, друзья, что смотрите, поддерживаете. Спасибо, что писали комментарии, задавали вопросы. Это очень важно, интересно. И вместе наша сила. Всего самого хорошего. До свидания. Адикюэль, Машваль. Адикюэль. Все, выключаем. До свидания. До свидания.